Здравствуйте, в эфире КТК Новости. О главных событиях дня расскажут наши корреспонденты и я, Алексей Шахматов. 10 погибших, десятки раненых. Взрыв в петербургском метро. В Казахстане усиливают меры безопасности. МИД уточняет, есть ли среди жертв наши граждане. Главный свидетель трагедии в Шахане ничего не скажет. Обнаружили тело кочегара, который дежурил в ночь взрыва у отопительного котла. Смерть его многие считают странной. Суд без подсудимого. В Алматы начался процесс по делу Аблязова. Сообщники беглого банкира признали свою вину. Аблязову в первую очередь было крайне необходимо увеличить капитал банка, а лишь потом совершать хищение. Плыть или не плыть? В Алматы планируют построить дождевую канализацию, но сроки пока неизвестны. Выявили почти 450 таких участков, где нужно строительство. Ну что ж, начнем выпуск с последних данных о теракте в Санкт-Петербурге. Несколько часов назад в петербургском метро прогремел взрыв. В одном из вагонов между станциями Технологический институт и Сенная площадь взорвался неустановленный предмет. Уже известно об 11 погибших и 20 пострадавших. В настоящее время метрополитен полностью прекратил работу. Ну а казахстанские дипломаты начали проверять информацию о местонахождении наших граждан. Пока данных о том, были ли среди погибших и раненых казахстанцы, нет. И сейчас материал готовится к эфиру. Мы его покажем чуть позже. После взрыва в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности в метро Алматы. Об этом нам только что сообщили в администрации метрополитена. Каждого пассажира алматинской подземки теперь тщательно досматривают у входа. Дополнительно введены пешие патрули на платформах всех 9 станций. Особое внимание специалисты метрополитена уделяют входным группам и лестничным пролетам. Отмечается, что год назад для единственного в Казахстане метро приобрели рамки металлоискателей и рентген-сканеры. Ну и для граждан Казахстана, находящихся сейчас в Петербурге, уже запущена специальная горячая линия. По телефону, который вы сейчас видите на экране, можно получить любую актуальную информацию, которая касается теракта в петербургском метро. Линия будет работать в круглосуточном режиме. Сообщается, что организовало ее Генеральное консульство нашей страны. Отмечу, что среди казахстанцев российский Петербург особо популярен в любое время года. Там отдыхают, учатся и работают десятки, если не сотни наших сограждан. Дипломаты сейчас пытаются связаться со всеми ними. Ну что ж, последние данные о теракте в Санкт-Петербурге. Еще раз напомню, что несколько часов назад в петербургском метро прогремел взрыв. В одном из вагонов между станциями Технологический институт и Сенная площадь взорвался неустановленный предмет. Уже известно об 11 погибших, 20 пострадавших. В настоящее время метрополитен полностью прекратил работу, а казахстанские дипломаты начали проверять информацию о местонахождении наших граждан. Пока данных о том, были ли среди погибших и раненых казахстанцы, нет. Наталья Кунина о том, что известно на эту минуту. Жители Санкт-Петербурга в шоковом состоянии. Социальные сети заполнили фото и видео с места трагедии. Искореженный вагон, его дверь сильно повреждена и лежащие на платформе люди. По словам очевидцев, многие выходили из станции в крови. Взрыв произошел на станции метро Технологический институт в 15:28. Людей в срочном порядке начали эвакуировать. Подземку закрыли. В задымленных помещениях работать оперативным службам очень сложно. Это был теракт. Только что об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Рюкзак, который предположительно и взорвался в метро, был напичкан поражающими элементами. Проходит эвакуация с нескольких станций метро. По данной информации, который есть на данный момент, с утра было закрыто несколько станций метро, эвакуированных из-за неподтвержденной информации о взрывах. Находили там какие-то ящики, коробки с непонятными предметами внутри. В Санкт-Петербурге как раз сегодня находится российский президент. Владимир Путин уже сделал заявление и выразил соболезнования погибшим. В ближайшие часы, как ожидается, он должен посетить место теракта. К слову, в петербургском метро было обнаружено еще одно взрывное устройство. Его вовремя удалось обезвредить. Нашли еще одно заложенное заминированное устройство на площади Восстания. Это моя красная ветка, я по ней езжу на работу каждый день, утром и вечером. Вот, сегодня
Сочи. Я поехала домой на работу на машине. Это все, конечно, очень ужасно. Студенты из Казахстана, которые сейчас учатся в Санкт-Петербурге, рассказывают, что чудом уцелели. На самом деле никакой паники нет, ничего такого, наверное, поближе к станциям, там соответственная обстановка. Вот. Мы в метро даже не попали сегодня, мы опаздывали, и мы решили ехать на такси, поэтому нас, наверное, даже чудом, не знаю, пронесло, не пронесло, не знаю, как это даже сказать. Наземный транспорт в эти минуты в городе работает бесплатно. В центре из-за случившегося наблюдается столпотворение. Наталья Кунина, КТК. Ну что ж, к теракту в Петербурге мы еще сегодня вернемся, а пока к другим темам. Кочегара, которого разыскивали после трагедии в Шахане, обнаружили мертвым. Майрамбека Жиенбаева нашли в степи недалеко от поселка местные жители. Тело мужчины 3 месяца пролежало в яме, оставшейся от снесенной дачи. Найти его раньше, объясняют, не удавалось из-за особенностей местности. Майрамбека Жиенбаева считали, если не виновником ЧП, то ценным свидетелем. Ведь именно он обслуживал котельную, когда 1 января там произошел взрыв. Под руинами многоквартирного дома тогда погибли 9 человек, 3 из которых дети. После трагедии Майрамбек Жиенбаев исчез. Его возвращения ждали жена и 2 детей. И вот сегодня нашли его тело. Организацию похорон взял на себя местный акимат. В полиции считают, что смерть была естественной, и мужчина просто замерз, но назначили по делу необходимые в таких случаях экспертизы. Итоги расследования должны появиться в ближайшие месяцы. По предварительной версии, взрыв котла в Шахане спровоцировало отключение электричества. Котел в подвале перегрелся. В Алматы начался суд над Мухтаром Аблязовым. Сам он на процесс не явился. На скамье подсудимых 3 его сообщников. Бывший топ-менеджеры БТА банка Жаримбетов, Мамеш и Садыков. Первый признал свою вину полностью, 2 других частично. Подсудимых обвиняют в хищении более 7,5 миллиардов долларов. По материалам дела преступная группировка Аблязова искусственно увеличивала капитал банка, незаконно кредитовала свои компании, а потом разными способами выводила финансы. Наш корреспондент Виталий Мантров присутствовал в зале суда и готов рассказать подробности громкого процесса. Прокуроры сегодня зачитали обвинение беглому банкиру Мухтару Аблязову и его сообщникам. Оно такое объемное, что гособвинители в суде по очереди рассказывали подробности экономических преступлений, которые, по их данным, Аблязов провернул в Казахстане и за рубежом. В громком процессе участвовали бывшие топ-менеджеры БТА банка, председатель правления Садуакас Мамеш, глава кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов и директор отдела кредитования Кайрат Садыков. Обвиняемые не захотели, чтобы их лица показывали по телевизору, но фотографии уже опубликовали в газетах. Судья требования поддержал и запретил снимать на видео и фотографировать подсудимых. Жаксылыков вину свою признал, 2 других лишь частично. Главного фигуранта разбиратель в зале не было. Он повестки проигнорировал. Мухтара Аблязова следователи Нацбюро по противодействию коррупции считают главарем преступного сообщества, в которое входило больше 100 членов. У каждого там была своя роль. По материалам дел Аблязов придумал схему хищения денег вкладчиков, инвесторов и кредиторов. Для воплощения ее в жизнь в первую очередь начал накачивать капитал банка, чтобы больше украсть. Чем больше капитал банка, тем больше денег мог он получить в зарубежных финансовых организациях, банках, инвесторов, кредиторов и так далее. Поэтому Аблязову в первую очередь было крайне необходимо увеличить капитал банка, а лишь потом совершать хищение. В таком случае сумма полученных им преступных денег в десятки раз превысила бы сумму, которую он бы мог похитить сразу. Финансовая пирамида действовала несколько лет. Банк выдавал невозвратные кредиты от нескольких миллионов до нескольких миллиардов тенге компаниям Аблязова, зарегистрированным на подставных лиц не только в Казахстане, но и за рубежом, в офшорах. Хитроумную схему воровства правоохранительные органы раскрыли. Мухтар Аблязов сбежал за границу и начал создавать себе образ политического деятеля, которого преследуют за инакомыслие. Вот только это у миллиардера не очень хорошо получается. Он уже успел отсидеть срок во Франции. Слишком многое говорит о том, что свой капитал он скопил явно нечестным путем. Чего стоит только особняк Аблязова в Великобритании с 9 спальнями, бальным залом, библиотекой и турецкими банями. Или поместье в 4 милях от Виндзора с 8 домами, дендрарием, садами, озерами. А еще квартиры в фешенебельных лондонских районах. Высокий суд Лондона запретил Аблязову распоряжаться своими дорогими активами по всему миру.
И тот придумал еще одну мошенническую схему, как спрятать похищенные деньги, акции и имущество. На помощь призвал своего зятя Ильяса Храпунова. Он к тому моменту не был фигурантом уголовного преследования в Казахстане, России и на Украине. К тому же был владельцем крупных компаний, созданных на деньги отца, бывшего акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги Лейлы. Их преследуют за экономические преступления и коррупцию. Вышеуказанные факторы положительно повлияли на выбор Храпунова в качестве преемника похищенных денег. Однако передача обязанным незаконно полученных денег Храпунову не позволяла последнему распоряжаться ими по своему усмотрению. Каждая финансовая операция согласовывалась и разрешалась, утверждалась лично обязанным. Храпунов дополнительно подобрал в группу компании SDG необходимое количество сотрудников для осуществления предпринимательской деятельности, истинной целью которой на самом деле является отмывание денежных средств организованного преступного сообщества. Грязные деньги семейный подряд Аблязова легализовывал, покупая элитную недвижимость в Европе и США. Нефтегазовые компании в Африке. К слову, в Калифорнии скоро начнется суд над четой Храпуновых. Судебные тяжбы по делу Аблязова, которого называют одним из самых гениальных мошенников планеты, в Казахстане обещают затянуться надолго. Предстоит допрос порядка 200 свидетелей. После 8 лет расследования уголовное дело опального банкира насчитывает больше 2000 томов. Это был наш корреспондент Виталий Мантров. Он рассказал о том, как сегодня в Алматы прошло первое судебное разбирательство по делу экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова и его сообщников. Вот и в Актобе началось громкое судебное разбирательство. Участники процесса пытаются понять, куда исчезли сотни миллионов тенге, предназначенные для развития футбола. На скамье подсудимых экс-руководитель областного управления спорта и бывший генеральный директор футбольного клуба «Актобе». Последнего обвиняют в растрате 240 миллионов бюджетных тенге при пособничестве чиновника. По материалам дела Искандербек Маханов, который отвечал за развитие спорта в регионе, почти год выдавал главе клуба миллионы тенге без разрешения акционеров. К примеру, это подписанные приказы о зарплате в 4 миллиона тенге и баснословные денежные премии. Поэтому бывший чиновник уже 4 месяца находится под стражей за превышение должностных полномочий. Второй обвиняемый под домашним арестом. Однако оба подсудимых не согласны ни с одним из предъявленных обвинений. Они заявляют, что единственный акционер футбольной команды «Актобе», а это областное управление финансов, все это время знал обо всех крупных денежных начислениях и передвижениях каждого ТИИНа. К тому же экс-глава клуба утверждает, что его ежемесячный оклад был одобрен самим акимом области Бердыбеком Сапарбаевым. Футбольный клуб «Актобе» незаконно осуществляет свою деятельность в статусе акционерного общества. Следствие, ссылаясь на закон об акционерных обществах и устав акционерного общества, инкриминирует мне деяния, совершенные в отношении АО ОФК «Актобе». Предъявленные обвинения надуманы, сфабрикованы стороной обвинения, что мы докажем в судебном процессе. В Карагандинской области ищут двух местных жителей. Накануне мужчины отправились на поиски заблудившегося скота. Их бесследно исчезли. Как теперь выясняется, лошади, на которых братья отправились на поиски, не смогли устоять перед сильным течением и скинули наездников. В Каркаралинском районе в эти дни бушует стихия. Талые воды затопили пастбище. Искать пропавших отправились местные службы. К этому времени к ним присоединились областные спасатели. Но пока результатов это не принесло. К сожалению, даже родные уже не верят, что двух жителей поселка Нуркян удастся найти живыми. Жителей, накренившейся в Алматы девятиэтажки, все-таки заселили в новое жилье, но пока без газа, лифта и электричества. Новоселы к такому подарку от властей явно были не готовы и сейчас пытаются найти ответственных. Люди говорят, что жить в таких условиях просто невозможно. Баужан Апсиитов выяснил, когда дом полностью благоустроят и что будет с аварийной многоэтажкой. Не знаю, как она теперь... Этого дня Роза Караталова с пожилой матерью ждали почти год. Все это время семья была вынуждена скитаться по съемным квартирам, пока власти в спешном порядке возводили новое жилье для жителей накренившейся девятиэтажки. Получив ключи от долгожданной квартиры, Роза столкнулась с новыми трудностями. Нанимали грузчиков, нанимали, сами вот на третий этаж таскали все дочки, вот мы ее. Сыновья помогали, вот кое-как перевезли. Лифт не работает, очень ужасно. Мы здесь до часу ночи ходили. А теперь она вот вчера, вроде свет был, сегодня приехала, она мне звонит, говорит, я голодная. А теперь греть не на чем, ни света нету, ни газа нету.
Женщина рассказывает, что ранее застройщик обещал не только новые квадратные метры, но и взять на себя все затраты на переезд и проживание. Но в итоге перевозить мебель пришлось собственными силами. Не уверена Роза, что строительная компания возместит и деньги, потраченные на ремонт прежнего жилья. Ремонт, сказали, будут. Как сюда переедете, такой же ремонт, обои, все сделаем. Но теперь говорят, не будем ничего делать. В схожей ситуации сейчас около 40 семей, которые на днях въехали в новые квартиры. Люди жалуются, что уже 2 суток не могут приготовить себе еду. Все приходится покупать в ближайшем магазине и там же разогревать. Больше всего возмущает пенсионеров, как чиновники могли заселить их в неблагоустроенное жилье. Они нам многое обещали. Как мы только заехали, они обо всем сразу же забыли. Напомню, полномасштабную эвакуацию жильцов спасатели и чиновники провели еще в прошлом году под покровом ночи. Тогда в новом микрорайоне Алгаба-6 дала крен 9-этажка, возведенная по госпрограмме. Эксперты зафиксировали отклонение почти на 40 градусов. Жителей тут же расселили и пообещали построить новое жилье. Обещания чиновники сдержали и возвели новый многоквартирный дом. Правда, заселение почему-то постоянно переносили. Сначала ссылались на инженерные неполадки, а позже на бумажную волокиту. Устав от обещаний, жители аварийного дома даже готовы были на время поселиться в офисе строительной компании. Застройщик не отрицает, что сейчас есть проблемы с инженерными коммуникациями, и причиной тому стала неполная заселенность квартир. Подключить все специалисты намерены сразу, как только 72 семьи въедут в свои квартиры. Компании этот дом обошелся где-то в 600 миллионов. Полностью благоустройство, озеленение, сам дом. Здесь у нас недоделки еще есть. Как вы видите, строительство 2-го пятна, 3-го. Она единое все, благоустройство. Вот. Поэтому мы сейчас сделали, что нужно для людей. Сейчас засадили зелень, качели, мочели для детей. Но остальное самое мы поправим где-то 20 апреля. Что же касается накренившейся многоэтажки, по словам специалистов, дом пригоден для жилья. Строение уже полностью отремонтировали, и скоро в него заселят новых очередников. Боржан Ситов, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы. Казахстанские фермеры могут спать спокойно. Дефицита дизельного топлива в стране во время посевных работ не будет. 100% обеспечить аграриев соляркой сегодня пообещал вице-министр энергетики Асет Магаов. Для проведения полевых работ правительство уже выделило 375 тысяч тонн горючего. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Продавать его фермерам обещают по сниженной стоимости до 123 тенге за литр. Розничная цена на заправках сейчас на 8 тенге выше. Сама посевная начнется сразу после того, как на полях растает снег. По данным Минсельхоза, в этом году аграрии засеют 22 миллиона гектаров земли. Объем предусматривается 375 тысяч тонн. В том числе по Атраускому заводу 79 тысяч тонн, по Павлодарскому заводу 233 тысячи тонн, по Шымкентскому 63 тысячи тонн. По Шымкентскому объем небольшой, потому что с 20 марта 2017 года он вышел в капитальный ремонт. С точки зрения объемов мы не видим рисков для того, чтобы был дефицит на рынке по дизельному топливу. А вот фермеры Карагандинской области подняли шум. Льготное топливо для посевной, которое раньше получали в соседнем селе, неожиданно стали выдавать за 400 километров от их хозяйств. Причем забирать горючее их вынуждают в строго установленное время, иначе есть угроза не получить ничего. Хлеборобы, предвидя новые расходы, уже сейчас прогнозируют повышение цен на зерно. Айгерим Бухтаева продолжит. В регионе еще метровые сугробы, а фермеров просят уже сегодня забирать удешевленное топливо. Даурен Меркулов не понимает, зачем. До начала посевных работ еще около месяца. Но если он не заберет мартовский объем, в апреле ему может не достаться. Сейчас это пойдут у нас паводки. И дорог основным хозяйством не будет. Это уже, можно сказать, с уверенностью. Емкости для хранения дистоплива имеются только в районных центрах. В отдаленных же селах большой объем ГСМ хранить просто негде. Поэтому фермерам брать его сейчас нет смысла. Отныне получать удешевленное топливо крестьяне будут не в районном центре, как раньше, а в областном. Особенно тяжело придется отдаленным селам, расстояние до которых 300 и даже 400 километров. На дорогу уйдут дополнительные расходы, которые осенью скажутся на стоимости сельхозпродуктов. И в чем политика тогда, действительно, программа утвержденная
аграрно в поддержку сельхозтоваропроизводителей. Если на корню, сразу же с начала года вопрос стоит. Хотя областной акимат каждый год приезжает, ценообразование диктует. Вот вы снизите цену на картофель, на пшеницу, на муку. То давайте посчитаем расходы себестоимости, которые выходят даже изначально из дизельного топлива. Соответственно, как может крестьянин завтра поставить ниже цену. Чиновники не понимают возмущения. Власти уверены, что уже можно и даже нужно закупать ГСМ. Неважно, что хранить его сельчанам негде. Впрочем, обещают, что хозяйства, которые находятся очень далеко, смогут, как и раньше, забирать топливо из районного центра. Правда, и это пока на словах. Например, мартовскую надо забрать до 15 апреля. Дальше уже должен апрельскую уже выбирать до 15 мая. В мае должен уже выбирать, понимаете, майскую, там вот так вот месяц дается. А два самых больших района, которые зерносеющих районов, Нуринский и Аскарский, наверное, будут брать все-таки Аскарки. Мы этого будем добиваться. Пока чиновники будут пытаться решить проблемы фермеров, многие подумывают вообще отказаться от льготного топлива. По новой системе оно будет доходить до крестьян не совсем удешевленным, и выгоднее будет закупать его по обычной цене в самое подходящее для посевной время. Айгерим Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Карагандинская область. Жители аула в Южно-Казахстанской области мечтают сменить прописку. Присоединиться к другому району людей вынуждает жизнь в заброшенном поселке. От центра аул Калган-Сыр находится в 150 километрах, и про него все забыли. Люди жалуются, что живут без воды, дорог и каких-либо условий. В акимате области заявляют, что препятствовать жителям не будут, но сразу уточняют, процесс этот будет долгим и недешевым. Марина Низовкина выясняла, каково это поменять прописку отдаленному аулу. Поменять прописку мечтают тысячи жителей поселка Калган-Сыр, потому и вышли на стихийный митинг. Из сарагашцев они хотят превратиться в шардаринцев. Люди уверены, что сразу после этого их поселок перестанет быть заброшенным, и чиновники о них вспомнят. До райцентра Шардара будет рукой подать 9 километров. Пока же до Сарагаша даже за справками люди по бездорожью едут по 3 часа. Если нас присоединят к Шардаре, то нам будет ближе. А акимат и депутаты из Сарагаша все равно к нам не приезжают. Скорая сюда никогда не приезжает. Мы сами везем в больницу по 2-3 часа. А есть ведь сердечники с давлением. Бывало даже, что в дороге рожали. На отдаленный поселок власти махнули рукой еще 25 лет назад, возмущаются люди. С тех пор 120 семей живут сами по себе. Кроме школы здесь ничего нет. Дорогой местные жители называют то, почему можно проехать. Воду здесь добывают кто как может. У самых зажиточных колодцы, а остальные ходят на Сырдарью. Она недалеко от поселка. Мы пьем воду из Сырдарьи. Эту мутную жидкость мы скотине даем и сами пьем. Ей же поливаем огород. Из-за этого у каждого второго в поселке проблемы с желудком. Насильно удерживать жителей в Сарагашском районе никто не собирается, заявляют в областном акимате. Вот только процедура эта может изрядно затянуться. Для начала сельский аким должен провести собрание. Если 70% жителей согласятся присоединиться к Шардаринскому району, то начнется следующий этап. Кстати, все госакты и документы люди должны будут переделывать за свой счет. Это больше 20 тысяч тенге на каждую семью. Далее процедура не хуже сериала. Сельский аким передает документы на обсуждение в районные маслихаты Шардаринского и Сарагашского района. Если одни не против принять, а другие не против отпустить, то вопрос ставится на обсуждение депутатов областного уровня. И только после их одобрения превращение в шардаринцев для жителей поселка может стать окончательным. К слову, вместе с людьми Сарагашский район потеряет земли и средства из бюджета. Марина Низовкина, Евгений Сергенко, КТК, Южно-Казахстанская область. Мы прервемся на рекламу. Через несколько минут продолжим новости на КТК. Плыть или не плыть? В Алматы планируют построить дождевую канализацию, но сроки пока неизвестны. Выявили вот почти 450 вот таких вот участков, где нужно строительство. Дождливая погода в доме. В Петропавловске жители старой многоэтажки жалуются на прогнившую крышу. Ночами встаешь и выливаешь по несколько ведер, потому что это невозможно, что спать невозможно. Речная великанша. Якотов. В Атырау рыбаки поймали 2-метровую белугу. В эфире новости КТК, и мы возвращаемся к трагедии, которая произошла несколько часов назад в Санкт-Петербурге. По последним данным российского Минздрава, при теракте в метро погибли 10 человек. Количество пострадавших составило 47. В Генпрокуратуре России уже не сомневаются, что это был именно террористический акт. Российские телеканалы в эти минуты уже распространяют фотографию
предполагаемого террориста. Он попал в камеры наблюдения. Однако официально данные пока никто не подтверждает. Дипломаты Казахстана сейчас выясняют, были ли среди погибших и раненых наши граждане. Полной информацией они сейчас не обладают. В Генеральном консульстве нашей страны в Петербурге открыта горячая линия. По телефону 335-244, код Санкт-Петербурга 812, можно получить все оперативные данные. Взрыв, напомню, произошел между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Мощность взрывного устройства могла достигать 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы. Сегодня прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена «Технологический институт». На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города. Продолжим выпуск. Нурсултана Назарбаева наградили орденом имени Гейдара Алиева за заслуги в укреплении дружбы между Казахстаном и Азербайджаном. Глава государства сейчас находится с официальным визитом в Баку. Сегодня со своим коллегой Ильхамом Алиевым они договорились повысить товарооборот между странами. Сейчас как раз, когда в мире происходят большие сдвиги, кризис в экономическом, политическом плане, просели наши экспортные биржевые товары. И это, с одной стороны, плохо, но в любом проблеме надо видеть возможности, как известно. И мы видим возможности, что нам надо диверсифицировать экономику, создавать новые производства, новые дела. Для этого подключать науку, инновации надо. И у вас, и у нас эта работа происходит. И вот на новой основе есть возможность резко поднять экономические связи нашей страны. Наш президент признался, что чувствует себя в Баку как дома и возлагает навстречу большие надежды. Назарбаев призвал Ильхама Алиева решить конфликт на Горном Карабахе мирным путем. При этом глава Казахстана подчеркнул, что наша страна придерживается принятых резолюций ООН и поддерживает добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Сегодня Нурсултан Назарбаев возложил цветы к вечному огню на аллее шахидов, а также почтил память Гейдара Алиева и его супруги у их могил. Ну и президент не мог не пригласить главу Азербайджана на главное событие года в Казахстане – выставку «Экспо». Большое значение придаю вашему визиту. Уверен, что визит послужит делу укрепления братских отношений между нашими странами и народами. Наши отношения развиваются очень успешно. Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международной арене всегда дружбу поддерживаем. Во второй половине дня главу государства ждали уже в Актау. Сюда Нурсултан Назарбаев прибыл с двухдневной рабочей поездкой. По приезду он принял участие в открытии нового спортивного комплекса «Мангыстау-арена», который строили почти 3 года. Сооружение обошлось спонсором в 3 миллиарда тенге. Президент, судя по всему, остался доволен увиденным и дал несколько наставлений юным спортсменам. Займитесь спортом, и тогда вы во всем будете сильными. И в жизни, и в труде. Я сам когда-то занимался борьбой. В Алматы все-таки может появиться дождевая канализация. Концепцию по строительству так называемой поперечной ливневки уже разрабатывают. Она избавит Алматы от потопов. Ну а городские власти от необходимости оправдываться после каждого ливня. К этой весне они готовились тщательно. Реконструировали 15 километров арыков, еще несколько сотен километров почистили. Наш корреспондент Юлия Яскевич узнала, достаточно ли этого. Речная система протяженностью в 1000 километров Алматы от подтоплений давно не спасает. И в сезон дождей город тонет. В лучшем случае под водой оказываются пешеходные переходы. В худшем – сами пешеходы. Чтобы в этом году горожане не погружались ни в лужи, ни в пучины отчаяния, городские власти особенно тщательно готовились к паводкам. Ремонтировали, очищали и думали о строительстве ливневки. Ей все-таки быть. Вот только когда быть, неизвестно. Разрабатывается вот такая программа, концепция по
строительство поперечной ливневой канализации для того, чтобы в нее сбрасывались вот эти вот рыки, которые идут с юга на север. Проекты дождевой канализации разрабатывают уже 10 лет, но их реализации всегда что-то мешает. То денег не хватает, то технических возможностей. До того, как Алматы не вырос, а климат не изменился, чиновники плыли по течению и лишь недавно поняли, что приплыли. Обследовали совместно с акиматами районов и выявили вот почти 450 вот таких вот участков, где нужно строительство, где нужна пробивка тупиковых рыков, где нужна пробивка переходов под дорогами. Чиновники уверяют, рыки в городе нужны не для отведения дождевой воды, а для полива. Независимые эксперты не соглашаются. Изначально при планировке города каналы служили для обеих целей. Но сейчас проку от них никакого. Отверстия для полива почему-то забетонированы. Ну а сами арыки превратились в свалки бытового мусора. Эти вот дождевые лотки, канавы, которые на улицах. Наше население, к сожалению, из-за низкой культуры они забиваются. Никто их, а городские службы благоустройства не успевают их очистить, подготовить к... А у нас дожди почти и летом, весной и осенью постоянно идут дожди. Но где-то рыки и вовсе тупиковые. Эксперты рассказывают, что при хаотичной застройке часть из них просто уничтожили. Вот и получается, арычной системы уже нет, а ливневой канализации еще нет. В Алматы десятки арыков заканчиваются ничем, но главное, чтобы точно так же не закончились и амбициозные строительные планы властей. И тупиковая система, наконец, стала действующей. Юлия Яскевич, Аян Бибаев, КТК, Алматы. И сегодня в Алматы выпал апрельский снег. Весна в Казахстане в этом году запаздывает, говорят синоптики. По их подсчетам, закончатся осадки и, наконец, потеплеет лишь к 7 апреля. Причиной очередного похолодания и дождей со снегом стал циклон, расположенный над Карским морем. Именно он, по мнению синоптиков, определяет погоду в Казахстане в предстоящие трое суток. Не по-весеннему холодно будет на территории всей страны, и только в западных областях через 2 дня ожидается прекращение осадков и повышение температуры в некоторых районах до плюс 15. Пока же в ближайшие дни в стране сохранится температура ниже климатической нормы на 2-6 градусов. В Петропавловске жители прогнившего дома с приходом весны в буквальном смысле живут под дождем. Сначала на дырявой крыше начал таять снег и превратил квартиры в нежилые. Потом просочились и первые весенние осадки. Ремонт собственными силами результата не дает, а отремонтировать крышу по программе модернизации тоже не получается. Почему, расскажет Галина Базаева. Приличная с виду 4-этажка. Но это если не заходить внутрь и не подниматься на верхний этаж. А там картина живописнее некуда. Сразу все понятно. Течет крыша. Ночами встаешь и выливаешь по несколько ведер. Потому что это невозможно. Что спать невозможно. Сырость дома невозможно. Плесень уже даже. Уже не знаешь, как и бороться с этим. И так во всех, без исключения, квартирах верхнего этажа. Вода уже стекает и до 3-го. Сильный дождь льет прямо из электрощитов. Кое-где уже случались замыкания. Света в подъездах нет. Дому почти 30 лет, и последние 10 лет жильцы как могут ремонтируют крышу, но уже ничего не получается. В квартирах запах неприятный, постоянная плесень и уже невыносимые условия для жизни. Латание дыр на крыше не дают никаких результатов. Жильцы уже давно понимают, тут нужны специалисты. Обратились к строителям. Те запросили 17 миллионов, причем сразу. С дома, в котором половина жильцов пенсионеры, собрать такую сумму не представляется возможным. Тогда жильцы решили обратиться в акимат, рассудили. Ведь ремонтируют же крыши в других домах по программе модернизации. Проще говоря, в кредит. Дом готов вступить в эту программу. И они нам обещают 3 месяца смету посчитать. Мы не можем от них добиться. А вот нам чиновники рассказали, что смета уже готова. Ремонт крыши будет дороже, даже чем запросили частники. Не 17, а 22 миллиона. Только толку от этого никакого. Денег вот уже 2 года государство на эти цели не выделяет. По программе развития регионов, в частности ремонта жилого фонда, по всему Казахстану денежные средства не выделялись. На 2018 год план. А пока чиновники советуют людям опять латать крыши собственными силами. Только жильцы уже боятся, что скоро начнут рушиться плиты перекрытия. Это надо конкретно все делать капитально уже, да, полностью вскрывать, да. Конечно, специалистов надо. Ну что, я залезу сейчас, допустим, там куплю эти там 20 роликов, руберу это, закатаю, а что толку-то? И таких домов в Петропавловске как минимум 25. Все они ждут своей очереди. И еще неизвестно, сколько денег из госбюджета будет потрачено на их ремонт. И хватит ли на всех? Галина Базаева, Андрей Масан, КТК, Петропавловск.
Невероятно огромную белугу поймали рыбаки от Ирау. Ее длина больше 2 метров, а вес свыше 160 килограммов. Самку гиганта тут же отправили в бассейн местного рыбозавода, чтобы получить потомство. Якотас, Якотас, Якотас. На черном рынке, уверяют рыбаки, такой улов можно было продать за 6 миллионов тенге. Только икры у пойманной белуги предположительно 30 килограммов. Теперь гигантская рыба станет основной производительницей будущих мальков. Их планируют взрастить в искусственном водоеме до 3-4 граммов, а после отпустить в Каспийское море. Саму самку собираются спарить с живущим в неволе самцом осетровых. Это очень хороший экземпляр. В будущем ожидаем, что от нее хорошее будет потомство. От данного экземпляра должны получить более 30 килограмм икры. Впоследствии, которые мы будем из них получать молоть, личинок и пересаживать в пруды росные. Таковы новости к этому часу. Ну а далее на КТК главная редакция.